объектив фотоловушек Заурбека Дзуцева попали редкие животные, даже те, которые зоологи считают исчезнувшими из остинских лесов. О личных открытиях и специфике работы поговорим с нашими гостями. У нас научный сотрудник Североостинского государственного природного заповедника Заурбек Дзуцев и старший научный сотрудник Североостинского государственного природного заповедника Павел Вейнберг. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Ну вот это такое открытие, да, Заурбек, и вас тоже, Павел, я поздравляю. Все-таки открытие, да? Как вот долго стояли эти фотоловушки и ждали вы этих фотографий? В какой-то степени, да, это можно сказать открытием, так как енотовидная собака, которая да, попалась, вот редко. да, енотовидная собака, лет, наверное, 10 она не встречалась на территории заповедника. Ловушки стоят уже там 5-й год. 5-й год? Да. Изначально она попадалась к нам ночью, были ночные съемки. И мы не могли сначала понять, енотовидная это собака, либо это просто енот, который, кстати, тоже там давно не попадался. И вот до недавнего времени, когда она уже четко попалась днем, была и фотография, было и видео. И мало того, что она не одна, а их сразу парой сняла наша камера. И вот тогда мы уже точно убедились, что да, это енотовидная собака, и это такое, можно сказать, мини-открытие, да. Но вообще фотоловушка, она срабатывает только при движении или она работает всегда? Вообще как Нет, вот она работает работает на фотоловушка? движение, там датчики движения. Их надо настраивать, потому что чувствительность может быть низкая, средняя и высокая. Если высокая, она будет снимать и снег, и дождь, и бабочек, и траву, в общем, любое движение, она же не различает. Вот, поэтому в каждом случае мы должны выбирать. А вот видео бывает еще видео-ловушки, так назовем? Это совмещается все. Это Ага. видео и фото. То есть одновременно сразу и фотографии? Да, не одновременно, а последовательно. Есть такие, которые снимают сначала фото, потом можно снять видео. Есть такие, которые либо. Но надо сказать, что если фото все-таки по качеству вот у нас получается нормальное, просто по техническому качеству фотографий, то видео, конечно, ну, это такая техническая съемка. Это... Ну вот немножечко хочется узнать о специфике вашей работы. Вот фото и видеоаппаратуру, инструменты вы используете. Потом наверняка инструменты звукозаписи используете. Потом вот вы, когда получили этот материал, что дальше вы делаете с ним? Ой, идет долгая обработка. Сначала нужно будет раскидать по месяцам, какой зверь в какой месяц попался. Потом мы раскидываем их по видам. Это начиная от куницы и заканчивая исполином наших лесов зубром. Это потом мы, в зависимости от той цели, которую ты себе ставишь, идет работа уже. По зубрам у нас была цель, например, выяснить, в какое время суток они чаще приходят. На фотографиях бывает отмечена дата, число, время, и уже сидишь ты в кабинете, у компьютера, и по датам ты фасуешь уже папочки, делаешь папочки. Так, вот у вас есть эти даты, у вас есть данные, дальше. Это куда-то в лабораторию или куда-то? Нет, смотрите, вот, во-первых, скажем, в отношении зубров можно индивидуально опознавать некоторых животных. Там, рог сломанный или кривой, или хвост не целиком, а укорочен, откушен кем-то когда-то был. И вот мы таких вот животных выявляем и смотрим, когда, кто, где из них был. У медведей такое можно определять по индивидуальным особенностям окраски. То есть вы следите за чем? За тем, чтобы не уменьшалось количество наших... Смотрите, Заур правильно сказал. Все зависит от того, какую цель вы перед собой ставите. Во-первых, можно проводить учет животных с помощью фотоловушек. Раз. Во-вторых, можно смотреть, допустим, как у животных проходят какие-то сезонные явления. Линька началась, закончилась. Малыши появились, как они растут. Как часто звери приходят на солонцы. Как они проходят по тропам. Потому что ведь часто бывает так, что по одной и той же тропе идут и хищники, и копытные. В общем, все подряд, только в разное время. Ну, вообще, конечно, работа у вас очень интересная. Я знаете, как сравниваю? Вот я когда готовилась к эфиру, думала, в чем прелесть этой работы? Ну, наверное, вот когда ты покупаешь себе домашнего
да, животного, там, котенка, и вот ты наблюдаешь, как он растет. Ну, что-то где-то параллель в этом, нет? Может быть. Но я бы сказал, что все-таки самое интересное, это, наверное, не просто фотоловушки, а то, что ты сам видишь в природе. Да, вживую. Там Вот это эмоции. самое интересное. Лучше один раз самому увидеть. Так можно и фильм BBC посмотреть. Ну, понятно. По Nat Geo Wild, да? вот Ну, конечно, получается- когда ты сам ставишь, да, тогда это более интересно. Все-таки, когда ты сам видишь в природе зверя, это очень А в каких интересно. случаях получалось у вас увидеть, и что вот необычно, что вот очень сильно произвело, какое животное произвело это впечатление? Да. Это было года 2 назад, наверное, да? Вот мы с Павлом проходили по одному из маршрутов, и всю дорогу у меня как было предчувствие, я еще Павлу говорю, Павел, мы сейчас кого-то увидим. Всю дорогу меня не переставало преследовать это чувство. И тут в моменте Павел поднимает руку, тихо, стой. Но вы, извините, вот вы выходите с утра, наверное, да? Да, Прям да, очень, да, очень с утра, рано. да. И, что интересно, мы с собой оружие не носим. Максимум это у Только нас бывает фоторужье. фоторужье, да. И тут меня останавливает Павел и показывает пальцем со словами «Тихо, медведь». Я сначала, какой медведь, что делать, как быть? И сначала он достает видеокамеру, я достаю фотоаппарат дрожащими руками. Но вы должны быть готовы, что тихо, медведь. А тем не менее, чуть-чуть растерялись. Это была моя первая встреча, и тогда, да, я растерялся. И сначала он начал от нас отходить, потом, я уже вздохнул, говорю, медведь уходит. И тут он останавливается, разворачивается, идет в нашу сторону. Единственное, что я успел говорить, это мамочки, мамочки. Я как раз эти съемки у меня есть, я их снял на фотоаппарат, видео. И он выходит из-за кустов, так останавливается и смотрит на нас. Между нами было метров 10, наверное, да? Ну, где-то так, 10-12. Огромный медведь. Я все, мамочки, мамочки. Меня Павел успокаивает. Главное, говорит, не делай резких движений. Но есть какие-то особое поведение, да, должно быть? Или в данном случае как повезет? Нет, ну вы знаете, если встреча не такая неожиданная, вот на самом деле медведь действительно у нас самый опасный зверь. Именно из-за того, что с ним можно неожиданно столкнуться, например, собирая ягоды или грибы. Поэтому, если вы в лесу и у вас нет цели близко увидеть зверя, не надо соблюдать тишину. Надо говорить что-то, как-то шуметь. Да? Тогда все будет нормально. Не в Но нашем если, случае, да, да. если вы сталкиваетесь вот с медведем именно неожиданно, близко, да, тогда какая-то опасность, безусловно, В существует. итоге, как закончилась эта история? Он Убежал. чуточку отошел, Убежал? да. И Да, когда да, ветер ему принес наш запах, он так на нас посмотрел, громко рявкнул, и он нас испугался. Я думал, он на нас кидается. Меня минут 10 вот так трясло. Павел, ну чего, говорит, ты испугался? Ну, говорю, как чего? Нам тогда повезло, что это была самка, что это была не самка с медвежатами. Да. Да, тогда опаснее было? Это намного Самка с опаснее. Да. медвежатами хуже, да. Ну, понимаете, даже если медведь бросается в вашу сторону, это он, скорее всего, просто пугает. Это не значит, что он вас хочет убить и съесть. Нет. А вот тогда вот к этому разговору тоже, я знаю, что Заурбек работает над восстановлением популяции преднеазиатского леопарда, может быть, вы тоже, Павел? Вот совсем недавний случай о том, что возмущенные жители Дегорского ущелья нападают на крупный рогатый скот, и там гибель, мы это видели и в интернете, и у нас сюжет, и материал тоже был. Но вот местные жители, они считают, что погибают именно из-за нападения леопарда. Вот вы, как специалисты, прокомментируете, насколько это возможно? Уже говорили, что вот вроде бы невозможно, но все-таки жители настаивают, что раньше такого не было. Заурбек, Павел. Более опытные. Давайте я отвечу. Леопард хищник. Да? Для Кавказа суперхищник. Не тигр и не лев, тем не менее. Да? То есть это зверь размером с крупную собаку. Самка весит 32 килограмма. Вот, в частности, наша волна. Да? Наш Эльбрус весил 62 килограмма. То есть это не что-то такое гигантское, которое может корову утащить. Нет, да? Безусловно, может напасть на домашний скот, вне всякого сомнения. Сразу хочу сказать, если у хозяев скота есть подозрение, что их животное убил леопард, ничего не надо трогать, ничего не перемещать, Звонить. тут же звонить в Минприроду,
приедут специалисты, посмотрят. Если они установят, что да, это был леопард, значит, будет компенсация в виде замены животного на другое, Ну не и вот, денежное. да, коротко ваше предположение, что это могло быть? Ну, поскольку наверное, я может, вот волки? этих животных не видел, смотрите, когда волк нападает и убивает животное, и леопард, это две разные картины. Это можно определить, Ага, да. Вот. Значит, я не был на этих случаях. Те, кто был, говорили, что это не похоже на леопарда. Кроме того, ведь вот эти леопарды, которые выпущены, на них спутниковые ошейники, которые определяют локацию каждый час и 2 раза в сутки передают это. И если даже это похоже, Ага, всё но понятно. леопарда там в то время не было, ну тогда Всё. о чем говорить? Понятно. Спасибо вам большое. Мало времени у нас. Мы поговорили так мало, но очень интересно было. Спасибо вам за работу. Удачи вам большое. Мы вам всегда рады в нашей студии, на нашей Спасибо телекомпании. взаимно. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях были научный сотрудник Североостинского государственного природного заповедника Заурбек Дзуцев и старший научный сотрудник Североостинского государственного природного заповедника Павел Вейнберг.